Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 28 октября 2020 года на среду. Вот такой будет сегодня день. Туз Пентаклей. Просто замечательный день. Шанс решить многие и многие вопросы. Туз Пентаклей – это вообще карта очень счастливая во всех отношениях. Какие бы у вас сложности ни были, вот они в этот день имеют шанс улучшить вашу ситуацию, ваше положение, исправить все, да, то есть у вас появляется сила, у вас появляется помощь, возможности, деньги, и все, что бы вы ни пожелали сегодня, оно очень легко исполняется, если это, конечно, вам на благо, потому что все-таки рядом у нас десятка пентаклей, да, то есть это не только вы, это и ваша семья, то есть нужно учитывать благо окружающих, тогда... Вот если желание ваше не противоречит благу окружающих, оно исполняется как бы на 100%, можно сказать, если вы берете эту возможность, этот шанс и улучшаете свою жизнь. Видите, здесь есть такая арочка на картинке, да, которая как раз и говорит нам о том, что жизнь может разделиться на до и после. То есть то, что сегодня вы можете совершить, оно полностью меняет вашу жизнь. И еще это совет не отказываться от каких-то шансов, от предложений, которые приходят, любых новостей, в общем, все, что сегодня приходит неожиданно, да, может быть, даже вы сегодня не планировали ничего, да, но вот приходит шанс, нужно его использовать. Что будет помогать? Десятка пентаклей. Десятка пентаклей – это, конечно же, семейная карта. Это не только семейная карта, но и карта близкого окружения, друзей. Иногда и на рабочий коллектив тоже показывает, да. Так вот, важно сегодня пользоваться как бы связями своими, да, действовать во благо близких, пользоваться, может быть, помощью, деньгами близких людей, самим помогать деньгами. В общем, знаете, когда вот такая взаимопомощь, взаимовыручка, это хорошо, это позволит вам этот шанс осуществить. Ну и, конечно же, договариваться, да, договариваться с близкими, если они в чем-то с вами не согласны, не нужно идти на конфликт, на контакт, нужно договариваться. Также карта может говорить о том, что могут решаться, особенно по этим вот двум картам, вопросы, связанные с недвижимостью. Если у вас были какие-то проблемы с погашением кредитов, да, может решиться вопрос. Или, допустим, вы хотели взять, приобрести недвижимость, тоже решается вопрос. В общем, все, что касается комфорта, блага, безопасности семьи, если ваши желания таковы, да, то вот они сегодня очень даже хорошо исполняются. И хорошее исполнение по этим вот двум картам выхода на новую работу, получение руководящей должности, разрешение по кредиту, да, допустим, вы не сомневались, дадут вам или не дадут, допустим, кредит или ипотеку, вот здесь тоже решение будет как одобрить, да, разрешить. И вообще вот эта карта, она говорит о том, что повезет тем, вот эти две, вернее, карты говорят о том, что повезет тем, кто уже заслужил, да, то есть это не просто шанс, когда мы вот просто задумали что-то, да, и оно начинает осуществляться. Нет, мы долго старались, у нас могло не получаться, у нас какие-то проблемы могли возникать, да, и вот мы уже, может быть, даже махнули рукой на это желание свое, и вдруг сегодня появляется шанс. Ну и, конечно же, окружение нам в помощь, семья нам в помощь. Что будет мешать? Рыцарь жезлов. Поспешные решения. Если мы будем слишком уж спешить осуществить свое желание и исходить из эгоистических интересов, то тогда могут быть проблемы. То есть все взвесить, посоветоваться с близкими, с семьей, и тогда только уже принимать какие-то решения, осуществлять какие-то действия. Тогда вот все будет замечательно. Давайте посмотрим, что ждет в отношениях для тех, кто в поиске партнера. Выпадает карта императора. Ну, просто замечательный день сегодня для тех, кто ищет своего человека. Действительно, можно встретить достойного партнера, человек, который умеет обеспечивать свою жизнь, да, он может и вам помочь сделать свою жизнь такой вот
самодостаточной, защищенной, да, то есть человек, на которого можно опереться. Очень хорошая возможность для знакомства. Также здесь может быть и знакомство через таких людей, которые вот имеют какой-то вес в ваших глазах, да, то есть они уважаемы вами. Для тех, у кого уже есть отношения, карта Иерофант выпадает. Здесь, возможно, будут решаться какие-то вопросы семейные, да, когда что-то в вашей жизни меняется. Да, это может быть и приобретение недвижимости, это может быть решение родить ребенка, это может быть решение о переезде тоже. Вот рядышком у нас тоже карта вот рыцарь жезлов, да. В общем, здесь действительно какие-то очень важные вы семейные дела будете решать, которые будут влиять на будущее. Также могут быть любого рода какие-то обрядовые такие ситуации, допустим, крестины, да, может быть бракосочетание, может быть венчание или еще что-то вот такое, что отражается, остается в нашей памяти надолго. Может быть какая-то ситуация, связанная с родителями, родительская помощь, родительская поддержка, благословение и вообще вот решение вопросов, связанных с их благополучием. Для тех, кто в ссоре, карта Луна. Здесь, скорее всего, очень много эмоций, но есть возможность помириться. Самое главное, нужно думать о общем благе, да, не о личном, а об общем. То есть, если вы учитываете чувства другого человека, то есть возможность счастливо разрешить ваш конфликт. Работа. Для тех, кто в поиске работы, карта сила. Еще одна карта старшего аркана. Просто замечательный день сегодня. Конечно же, вы найдете то, что ищете. Конечно же, вы, возможно, руководящую какую-то должность получите. В общем, карта сила говорит о том, что реализуются ваши самые смелые мечты. Для тех, у кого уже есть работа, тройка пентаклей, карта, которая говорит о деньгах, которые вы можете сегодня получить, заработать, о новых клиентах, о возможности закончить какой-то проект, получить какие-то первые результаты. И вообще карта очень такая радостная, когда мы действительно сделали что-то такое, чем можем гордиться. Тройка пентаклей у нас карта, связанная с обучением тоже очень часто, да, может быть, вы действительно научились чему-то сегодня, или, может быть, закончили курс какой-то обучения и теперь можете благодаря этому лучше зарабатывать. На вас обращают внимание, вы можете действительно быть в глазах других людей хорошим профессионалом. В общем, карта очень, в принципе, хорошая. Здесь могут быть, кстати, различного рода оформление бумаг, какие-то короткие поездки, командировки. Здесь может быть заключение каких-то договоров. Ну, очень хороший день, в принципе, вы будете рады. Для тех, кто своим делом зарабатывает, шестерка кубков. Карта очень гармоничная. Вот знаете, все как шло до этого, если у вас было все в порядке, да, то так и будет сегодня. Если же у вас были какие-то сложности и проблемы, то вернутся старые добрые времена, ну пусть даже на один день, да, когда у вас в работе будет действительно все хорошо. Могут прийти старые клиенты, могут прийти достаточные деньги. Карта говорит о том, что вы, в принципе, будете чувствовать себя очень комфортно в этот день в общении с другими людьми, заключении контактов, когда вы будете совершать какие-то сделки коммерческие. То есть, ну, очень хорошая такая карта, которая всегда говорит о каком-то таком спокойном счастье, да, об умиротворении, несмотря на то, что это работы касается, да, вот мы прям очень комфортно себя здесь чувствуем. Очень важно, когда в работе у нас есть удовлетворение. Вот эта карта как раз показывает это. А теперь финансы. Для тех, кто на зарплате. Двойка мечей. Карта говорит о том, что могут быть какие-то проблемы с деньгами. Может быть, вы сегодня не получите то, что заработали, да, или, допустим, отложится срок выплаты какой-то. Или, допустим, вы хотели бы, чтобы вам сегодня выплатили зарплату, обратились за этим, а вам отказали. Допустим, может быть и такое.
Кроме того, здесь могут быть, если даже деньги получены, они тратятся на семью, на близкое окружение, на какие-то бумаги, на обучение и так далее. То есть деньги пришли и тут же ушли. А для тех, кто своим делом зарабатывает, восьмерка кубков, да, здесь какая-то большая перемена в финансах. Скорее всего, вы хоть и зарабатываете здесь неплохо, да, но вам нужно оплачивать какие-то крупные, возможно, счета или помочь кому-то нужно будет деньгами. То есть тоже деньги приходят, но они уходят на что-то другое сразу, да, то есть на какие-то ваши цели и планы. Восьмерка кубков. Здесь есть некоторые ограничения по финансам. Ну, допустим, вы работаете удаленно, да, вы проект, допустим, взяли в обработку, а деньги получите только после того, как выполните работу. То есть может быть и такое. Здоровье. Пятерка жезлов. Карта говорит о том, что сегодня за здоровье нужно побороться. Нужно обязательно, чтобы энергия была ваша на высоте, чтобы вы поддерживали в себе оптимизм, чтобы было достаточно движения, чтобы был хороший обмен веществ. В общем, нужно для здоровья забота о нем и движение. А также карта говорит о том, что сегодня противопоказано там хмуриться, ссориться, поддаваться каким-то меланхоличным мыслям и так далее. То есть здоровье может от этого ухудшаться. И также карта говорит о том, что могут страдать костная система, связки, колени и так далее. То есть нужно как-то тепло одеваться, да, потому что у нас жезлы это все-таки огонь. Да, нужно, чтобы было тепло для того, чтобы вот не заболеть. По итогу дня. Карта башня. Давайте еще одну достанем. Все так было хорошо, и вдруг башня, да? Да, смотрите, скорее всего, у вас здесь такой день и потерь, и приобретений, да? То есть что-то уходит из жизни, а что-то приходит. Или, допустим, дело уже сделано, а деньги еще не поступили. То есть, как может с двух сторон проиграться, да? Как потери чего-то и приобретение, так и, если про сделки говорить, то совершение сделки и отложенная выплата. Это если говорить по деньгам, каким-то материальным вещам, да. Если же говорить о нашем состоянии эмоциональном в конце дня, то у нас такое ощущение, что уходит какой-то период жизни безвозвратно, да, то есть уже к прошлому нет возврата. И перед нами совершенно новая жизнь. Особенно вот если мы говорили, какие-то перемены происходят в отношениях, в семье, с недвижимостью, возможно, даже переездами какими-то, да, то есть, может быть, у нас есть такое чувство сожаления, что что-то ушло, но в то же время и надежда на то, что новое будет лучше, что там будет больше счастья, больше денег, больше реализации себя и так далее. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.